В Гагаузии более 2 недель ведутся раскопки средневекового могильника нагайцев, крымских степных татар. Сейчас археологи изучают найденные на территории села Казаклия Чудерлунского района массовые захоронения, датированные 16-17 веками. Археологи пытаются восстановить хронологию проживания разных народов на буджакских территориях. Грунтовый могильник, где ведутся раскопки, находится на возвышенности у села Казаклия. По предварительным данным археологов, это старинное кладбище нагайцев, датированное 16-17 столетиями. Обнаружили его впервые местные жители около 8 лет назад. Люди, которые заселяли эти степи, пришли сюда с Балкан, они прекрасно знали, что на этом месте находится могильник нагайцев. Нагайская культура – это татары с территории Северного Крыма, которых турецкий султан Селим II пригласил для того, чтобы заселить ими Буджак с целью использовать эту орду в грабительских походах против Украины, Польши, Молдовы. Здесь они достигали достаточно большой концентрации. Мы на сегодняшний день сняли 37 захоронений, в которых скелеты лежат в неглубоких ямках, в некоторых прослеживаются остатки гробов. Инвентаря практически нету, потому что это мусульмане. По мусульманскому обряду какие-то вещи, особенно в могилу, не кладутся. Но у всех у них один общий признак. Они все развернуты головой на юго-восток в сторону Саудовской Аравии, в сторону Мекки или Кыблы. Это типичный мусульманский обряд. Все скелеты, найденные в процессе раскопок в Казакле, отправят на антропологический анализ. Это позволит определить пол, возраст и этническую принадлежность погребенных. Наша задача – определить примерное количество захоронений, а их здесь было очень много. Весь мыс, который мы видим сзади, он весь забит их могилами. То есть их было не меньше, чем, скажем, в процентном соотношении, чем сегодняшнего гагаузского населения села Казаклия. И тут есть еще один момент. Почему мы не находим их жилище? Возможно, что их жилища находятся сейчас под современными домами и хозяйствами современного села Казаклия. На территории Молдовы и в Буджакской степи ранее проводилось множество археологических исследований. Однако в этом году раскопки ведутся при финансовой поддержке из бюджета Гагаузии. Руководит процессом полевых исследований научно-исследовательский центр автономии. Мы вышли с такой инициативой в Башпан Гагаузии и очень рады тем, что нас поддержали. На самом деле для нас это достижение, потому что очень много курганов, очень много таких можно сказать, что кладбищ, захоронений есть по всему Буджаку. И наша задача на самом деле раскрыть, наверное, те места, в которых захоронения есть, и рассказать именно всю хронологию тех людей, которые жили на Буджакской степи, для того, чтобы на самом деле полностью раскрыть историю как и гагаузского народа, так и всех народов, которые проживали вместе с гагаузами на этой территории. Раскопки в Казакле – это только первый этап исследований. Дальше археологи намерены открыть более старый могильник бронзового века. Он локализован в другой части населенного пункта. По результатам двустороннего сотрудничества к этим исследованиям подключится и группа археологов из Санкт-Петербурга. Сейчас буквально через недели-две начинается второй этап нашей работы. Как вы знаете, это средневековый могильник первого, то, что сегодня мы раскрывали. А следующее – это участок 6, тоже расположен в Казаклии. Это мы говорим бронзовый век. Конечно же, это поселения, которые жили на территории Буджакской степи более 4000 лет тому назад. Мы очень надеемся, что именно там мы найдем вот такой курган, который нам раскроет сущность того народа. К нам должна приехать группа археологов Санкт-Петербурга, специалисты, которые будут с нами работать на втором участке. На самом деле это квалифицированные специалисты, и они это делают на безвозмездной основе. По завершении исследования останки снова захоронят в соответствии со всеми церковными обрядами. На юге Молдовы подобные археологические памятники локализованы также у городов Камрат и Чудерлунга и в селах Гайдары, Балабаны, Капчак и Кангас.